Это реально страшно. Самолеты садятся уже каждые 15 минут, но мы надеемся, что мы увидим посадку Боинга. Я вам хочу показать кабину, в которой я живу. На верхней койке живет мой сосед Петя, а на нижней обитаю я. Сегодня дождливо, вроде бы темнота, а выглядываешь за палубу, там океан. Все океан, вокруг везде океан, вокруг вода. Мы доехали до водопадов, сейчас вот взяли экипировку, одеваемся. Что, Артем, как тебе твоя экипировка? Давит немножко голова. Потому что мозги большие, да? Мне тоже давит, кстати. А мне не давит, мне нормально. Радуюсь за тебя, блин. Мне тут надо... Нарын дарьясын өтіп баратауы сазыр. Вон там вон конкретные джунгли начинаются. Вот они, дебри. Джунгли. Да, вот здесь, ребята, течение уже конкретное. За вот этот канат мы держимся. Thank you. How was it? Good. Good. Смотри. Пока все нравится, вообще за все это время ни разу так не выбирались. Только видели издалека, это реальные джунгли, перешли речку, почувствовали эту реальную воду. Реальные ощущения. Реальную грязь. Реальная грязь. Идем почувствуем где-то полчаса, но Артем говорит 10 минут. И мы уже конкретно устали. Подозреваем, что нас на органы будут продавать. Да, вот у нас есть такое предположение, то что сейчас нас всех на органы. Руки вот так? Руки вот так. Ага. Прыгай вот так. Ага. Прыгай вот так. Окей, хорошо? Окей, хорошо. Мы сейчас уже подходим к первому водопаду. А там глубоко, нет? О, боже, я боюсь! Can I? Here. This way. Right here. Yeah. Whoa! Woo! Oh! Cool! Это вообще нереальные чувства, блин! Давай, бэйби, дай. Вот теперь начался весь драйв, вообще, блин, круто! Артем, чё, как тебе? Нормально. Лида, как ощущения? Обалденно, вообще, обалденно. О, человек счастлив просто. Сейчас будет очень большой водопад, около 10 метров. Вау! Здесь реально высоко, ребята, смотрите. Ой, идем. Видишь, Милак? Бей прыгай. Бей прыгай. Вэри. Туда. Прыгай. Это реально страшно. Ты что, потерялся? Нет, просто я медленно иду. О, течением, короче, все сносит. Это вот этот вандал написал. Нужно везде оставить свою метку. Павел! Давай. Давай.
вот этим человеком в лайфгарде, и нам страшно. Я еле вылез из-под воды наверх. Там глубоко было, у меня же давление. Не толкай меня. Кто? Я тебя держу вообще. Спасибо. Уже все прошли. Весь путь, все слайды, все водопады. Нам очень понравилось. Впечатления остались только хорошие. А ну дай комментарий конструктивный. All was good. Смотрите, какая красота. Сегодня дождливо. Вроде бы темнота. А выглядываешь за палубу, там океан. Все океан, вокруг везде океан, вокруг вода. Это все завораживает, это огромная сила. Вот этот ракурс, ребята, вообще пугает. Смотрите. Задняя часть корабля называется Aft. Просто мощно. Это самая верхняя палуба. Здесь вот лежаки расположены. Вот там находится middle pool, средний пул, это forward pool. Я сейчас нахожусь на борке. Это непосредственно мое рабочее место, постоянное. Каждый вечер показывают фильмы. Сегодня у нас La La Land. Обстановка всегда романтическая. Романтичная. Друзья, наверняка вы все видели эти видео, кадры с пляжа, над которым пролетает самолет. То есть он пролетает на очень низкой высоте над пляжем. Эти видео были сняты на пляже, который находится под аэропортом Махо. Это самый популярный пляж в мире. На нашу удачу этот аэропорт находится на этом острове, на острове Сент-Мартин. И мы сейчас отправляемся туда. Наконец-то мы добрались до того самого пляжа, о котором я уже вам говорил, сколько будет времени. Вот сам пляж, люди плавают, вода прекрасная, вы можете видеть, лазурная, погода прекрасная. И буквально в 20 метрах находится посадочная полоса аэропорта Махо. Нам остается только сидеть, загорать, плавать и ждать, когда будет сажаться какой-нибудь самолет. Ведь мы приехали только из-за этого, чтобы озрить эту прелесть. Когда я смотрел эти видео, когда самолет пролетает прямо над пляжем, я даже не мечтал, я даже не думал, я даже не подозревал, не думал о том, что я буду на этом пляже. Вообще, люди, жизнь она такая непредсказуемая, просто надо, чтобы у человека была цель, и надо безукоризненно идти к ней, и все получится. Главное, чтобы намерения были хорошими, добрыми. И жить надо по правде. Этот автобус испортил просто весь кадр. Самолеты садятся уже каждые 15 минут, но мы видим только маленькие. И мы очень надеемся, что мы увидим посадку Боинга. Потому что вот эти огромные крылья, мы хотим озрить чудо. Вот это был большой, ребята, вот это мы почувствовали мощь над нами. Это были чувства, как над тобой масса просто пролетает. Восхищение. Наконец-то над нами пролетел только что большой самолет, и мы почувствовали, как оно есть на самом деле. Да. Студия. Студия. Дурная студия? Нет.
обычная. Я вам хочу показать кабину, в которой я живу. Вот так выглядят наши коридоры. На всех дверях стоят вот такие электрические замки. У всех есть вот такие магнитные ключи, то есть он открывается вот так довольно-таки просто. Вот это наша кабина. На верхней койке живет мой сосед Петя, а на нижней обитаю я. В кабине все обустроено очень комфортно и оптимально укомплектовано. Вот здесь есть вот такие лампы, они включаются вот, для чтения. Есть здесь вот такой шкафчик, полочка, очень удобно там хранить свои личные вещи. Письменный стол, на котором можно писать или поставить свой ноутбук, заниматься. В каждой кабине есть вот такой телефон. Ты можешь позвонить в любую кабину, вообще в любую часть корабля. Телевизор. На этом телевизоре есть более 30 каналов, они кабельные, есть фильмовые, спортивные каналы. Холодильник. Посмотрим, что у нас есть в холодильнике. В холодильнике у нас есть вода, сок, содовая, йогурт, апельсины и банан. Под нижней койкой находятся две полки, они предназначены для обуви. Туалетная полка. Здесь тоже раз, два. Здесь есть еще одна лампа. Находится за этой дверью туалет и душевая кабина. Здесь есть вот такой знак, то есть если вот эта лампочка горит, то значит кто-то пользуется уже этой комнатой. И вот он так примерно так же просто выглядит. Вот здесь туалет, сам унитаз. Здесь находится душевая кабина, ну как обычно душевая. Два спасательных жилета. Это кондиционер. Кондиционер вот здесь он вот так регулируется, его можно отключить, регулировать его мощность. Здесь находится пожарная сигнализация. Отсюда польется вода в случае пожара. Это динамик, который оглашает всякие объявления.